Снег белым покрывалом укутывает нашу республику. И даже несмотря на то, что время от времени он тает, пушистые хлопья все равно дарят каждому из нас мгновение детской радости. Календарь нам говорит, что пришел ноябрь, а вместе с ним в эфир врывается студия 11. Всем привет! И каждый наш эфир наполнен добрыми новостями, полезными лайфхаками. Этот не исключение. Давайте же начнем телевизионный инфозабег, и вот чем будут богаты наши эфирные минуты. Близняшки на ковре. Сестры из Коми поборолись за медали и взяли свое. Каникулы без последствий. Как говорить с детьми о пожарной безопасности. Рецепты от врача. Нет-нет, с ними не в аптеку, а к плите. И снова о наших спортсменах, которые привозят медали в республику с различных соревнований. Сейчас речь пойдет о двух сестрах-близняшках – Алине и Полине Кирейлите. Они воспитанницы отделения борьбы спортивной школы Олимпийского резерва номер 2. Не так давно девочки приняли участие в крупном турнире «Лига Поддубного» в Москве. Более 1000 участников со всех регионов России боролись параллельно на 10 коврах. Наши красавицы заняли первые места в своих весовых категориях. Об их пути к успеху и таком необычном выборе спорта узнал Северин Арпа. С танцев на борьбу. Алина и Полина, сестры-близняшки, 4 года назад поменяли сцену на борцовский ковер. На первую тренировку их привела общая подруга. И сейчас сестры уже члены юношеской сборной страны по спортивной борьбе. Мы пришли на одну тренировку, потом на вторую. Потом уже начали выигрывать некоторые соревнования местные. И так вот тут в итоге остались. Было очень непривычно, ничего не знаешь, все делают. Сидели в основном там на скамеечке, смотрели сначала. А с мальчишками боролись-то? Да. И по сей день тоже с мальчиками боремся, так как девочки мы тут одни, можно сказать, в нашей категории возрастной. А мальчиков много, так что мы стоим с ними в парах. Нравится сам процесс тренировочный, выкладываться полностью. Конечно же, нравится потом занимать призовые, первые места, ездить. На все российские также сборы тоже нравится. Большой коллектив там. Все, в принципе, все устраивает. У Алины и Полины есть личный тренер Юрий Алексеевич Забнин. Опытный наставник, он помогает девчонкам постичь искусство борьбы и переживает за своих воспитанниц на всех соревнованиях. Впрочем, по его словам, борцовское сообщество в нашей стране в любую минуту готово прийти на помощь и всегда поддержать словом и делом. Ведь главный принцип – на ковре враги, за ковром друзья. В вольной борьбе вообще ни национальности, ничего нет. Больше дружба, больше общения. И все друг к другу расположены дружелюбно. По всей России в борьбе это дружба такая есть, очень сильно. Друг другу во всех городах помогают. Даже другие тренера помогают. А вот что касается отличий того, как сражаются на ковре парни и девушки, то здесь, конечно, есть разница. Они на самом ковре даже иногда злее, чем парни. Это во всех видах спорта эмоции у девочек выше крыши, как говорится. Это не отобрать ни в каком виде спорта. Спустя несколько лет в спорте наши девчонки ни на минуту не жалеют, что пришли в борьбу, хотя, казалось бы, это не женский вид спорта. По их мнению, попробовать стоит, вдруг затянет. Для того, чтобы начать говорить, нужно прийти попробовать, понять, как это вообще работает, устроено. Конечно, можно прийти попробовать, я думаю, понравится. Да. Главное делать, если вам это хочется попробовать, главное не бояться прийти. Если вы придете, то все уже дальше пойдет как по накатанной. Ближайший старт у наших девушек уже в 20-х числах ноября. Поедут они в Наро-Фоминск. Там пройдет первенство России. Надеемся, что они снова привезут медали высшего достоинства. Школьные каникулы в самом разгаре. Повезло ребятишкам. Высыпаются, занимаются тем, что нравится. Родители-то на работе. И, к сожалению, отсутствие родительского контроля может иметь последствия. Мамы и папы, бабушки и дедушки, повторите со своими ребятами правила поведения. А о том, как говорить с детьми о пожарной безопасности, нам расскажет гость нашей студии. Елена, приветствуем вас. Добрый день. Здравствуйте, Алена. Давайте все-таки поговорим о том, как много ли у нас в Коми вообще было таких случаев, когда детская шалость имела такие тяжелые последствия. Ну, если говорить о городе Сыктывкаре конкретно, то на сегодняшний день у нас произошло 177 пожаров.
Основные причины – это неисправность электрооборудования, неосторожное обращение с огнем, а также эксплуатация печей, которые имеют какие-то нарушения, да, непосредственно. Про детскую шалость за 2022 год произошло 4 пожара по причине детской шалости. Как у нас детишки с огнем играют? Это поджигание сухой травы, это разжигание костров вблизи хозяйственных построек. И был один случай, когда дети решили поджечь неэксплуатируемый, уже неисправный автомобиль заброшенный в одном из дворов. А так, в принципе, жертв по причине детской шалости в этом году нам удалось избежать. Профилактика в этом деле, я думаю, самое лучшее средство. Я знаю, что вы активно общаетесь и с малышами, и с детишками постарше в рамках каких-то уроков, верно? Да, безусловно. Профилактика у нас на первом месте сейчас. Мы ежедневно выходим и в детские сады, и в школы, и в вузы также нас иногда приглашают для проведения профилактической работы. И в рамках этих профилактических мероприятий мы уже работаем с детками. То есть каждый возраст, он особенно прекрасен. Если говорить о детском саде, то мы с ними разговариваем о телефонах службы спасения, о том, кто такие пожарные, чем они занимаются, и о том, что, конечно же, спички и зажигалки детям – это не игрушка. Если говорить уже о начальной школе, то там можно поиграть в такие игры, как звонок в пожарно-спасательную часть. То есть мы прям отрабатываем с детьми этот звонок, мы берем телефон и начинаем с самого первого. Что нужно сказать, да? Как тебя зовут, что горит, где это место локализации, да, пожара находится, и что обязательно нужно оставаться на линии ребенку, так как диспетчер он обязательно поможет и подскажет о дальнейших действиях. Если ребенок находится в квартире, то что ребенку делать, и если он находится на улице, то какие его дальнейшие действия. Елена, я знаю, то, что вы родители, а со своими детьми вы как эту тему раскрываете? Моему ребенку 5 лет, поэтому с ним мы тоже постоянно разговариваем о том, как вызвать службу спасения, о том, что с огнем играть ни в коем случае нельзя, а также об электроприборах. То есть самостоятельно он у меня в свои 5 лет к электроприборам не подходит. То есть это у нас запрещено строго-настрого. То есть дошкольникам с электроприборами вообще играть не рекомендовано, так как они могут не до конца воткнуть вилку в розетку, да, или что-то не туда подключить. Поэтому вот со своим ребенком мы обговариваем вот такие моменты. Ну, понятно, что маленькие дети не всегда под присмотром, а вот школьники, как правило, они уже более самостоятельны. Стоит ли родителям, уходя из дома, прятать эти зажигалки, спички и другие легковоспламеняющие такие вещи? Безусловно, надо с самого раннего возраста ребенку объяснять, для чего нужны спички, да, и когда мы ими пользуемся. Как правило, дети начальной школы, они же копируют поведение родителей. То есть, если мы живем в частном доме, то детям очень хочется разжечь печь самостоятельно, чего делать категорически нельзя. Мы на собственных примерах показываем детям, как можно достичь, да, какой-то чрезвычайной ситуации. Поэтому нужно следить в первую очередь за своим поведением и в быту показывать, что только родители могут разжигать печь. Только родители могут пользоваться зажигалкой. Потому что есть один очень страшный пример по поводу зажигалки. Папа дал ребенку поиграть в зажигалку, которая была уже неисправна. Ребенок остался дома один, и случилось возгорание. Возгорание, конечно, оно не случилось на всю квартиру, да, просто что был очень едкий дым, и ребенок успел им надышаться. Вот. Как правило, ребенку, маленькому человеку достаточно 2 полных вдоха грудью для того, чтобы уже угореть, потерять сознание и, возможно, дальше не проснуться. Надеюсь, что таких ситуаций не повторится. Как могут родители обезопасить свое чадо? Может быть, есть какие-то специальные устройства? Для того, чтобы вообще обезопасить свою квартиру от пожара, либо предотвратить пожар, у нас есть такая замечательная вещь, как пожарный извещатель. То есть он работает за счет того, что при попадании... Это автономный пожарный извещатель, нужно сказать обязательно, что он работает от батарейки. Батарейки хватает на год. Устанавливается он в помещениях, да, в квартире непосредственно, либо в бане можно установить. И при попадании туда едкого дыма он начинает очень громко пищать, так что слышно даже в соседних домах. То есть он пищит, работает индикатор, и то есть он, если это в ночное время случилось, то он разбудит, если в дневное, то все услышат о том, что нужна помощь. Новый гость программы «Детали со вкусом» – педиатр, детский кардиолог, доктор медицинских наук Наталья Кораблева делится со зрителями осенним рецептом, выбрав для эфира яркую тыкву. Свой кулинарный талант врач открыла еще в студенческие годы и сегодня радует семью полезными, красивыми и вкусными блюдами. Студия 11 заглянула на съемочную площадку.
Когда за окном то снег, то дождь, а световой день стремительно сокращается, надо непременно добавить в свою жизнь позитивных красок. Именно так поступает детский кардиолог Наталья Кораблева. Сегодня, например, в меню тыквенные оладушки. Солнца уже нет, настроение все хуже, и витамин D уже как бы не так спасает, спасают яркие вещи. Я сразу начинаю покупать апельсины, мандарины, чтобы они всегда у меня были перед глазами, красные яблоки. Это все очень важно. И вот такой радостный цвет, посмотрите. Солнечные оладушки дополняет творог по-латышски. Любимое блюдо мужа Натальи Николаевны, известного в Республике России неонатолога Андрея Кораблева. Это рецепт его бабушки. В соленый творог добавляют сметану и много зелени. Такое цветовое сочетание ведущая программы фудблогер Юлия Панюкова назвала «первым снегом на осенних листьях». Во время съемок речь шла, конечно, не только о правильном питании, но и о здоровье детей. Выяснилось, самое важное для ребенка – режим дня и полноценный сон. Наиболее важно в одно и то же время вставать и в одно и то же время ложиться, несмотря на выходные, каникулы, праздники. То есть режим, он должен быть всегда. И вот к режимным моментам нужно приучать ребенка с детства. Самое сложное. И это и есть формирование здоровья. Главным делом своей жизни Наталья Кораблева считает преподавание. Она заведует кафедрой педиатрии Медицинского института Сыктывкарского университета. Кафедра эта клиническая, и преподавать там могут только врачи. Как детский кардиолог Наталья Николаевна больше всего работает с новорожденными. Всегда мечтала быть неонатологом или, как говорили раньше, микропедиатром. Я всегда хотела на педиатрию, потому что люблю детей. Это у меня от мамы. Я всегда видела, как моя мама общается с маленькими детками. О себе Наталья Кораблева говорит, что она настоящая финно-угорская женщина. Родилась и выросла в Мордовии, потом переехала в Коми. Здесь живет уже 20 лет и любит нашу республику всем сердцем. Смотрите программу «Детали со вкусом» сегодня в 20:00 на Юргане и завтра в 17:45 на ОТР. Аппетит разыгрался, пора бы перекусить. У вас тоже есть на это время, ведь студия 11 берет небольшой перерыв. Увидимся совсем скоро, не скучайте. Мы снова здесь. Здравствуйте! Студия 11 продолжает исследовать карту хороших новостей нашей республики. Какие точки мы посетим дальше, узнаем из анонса. 30 секунд, которые могут спасти от болезни. Что нужно знать о мытье рук? Тысячелетние настолки. Реконструктор из Костромы воссоздает древние игры. Ароматерапия. Как влияют запахи на здоровье и настроение? Уж сколько мы слышали о необходимости мытья рук. Этот процесс имеет мифов, пожалуй, столько же, сколько собрало вокруг себя правильное питание. Начнем с того, что горячая вода в этом деле не обязательно. Интуитивно кажется, что это более эффективно, но на самом деле человеческая кожа не может выдерживать температуру, при которой действительно погибают бактерии. А при переносимых для человека 40-50 градусах они чувствуют себя отлично. К тому же горячая вода сильнее сушит кожу. Главное условие эффективности мытья рук – это использование мыла и тщательность, с которой вы выполняете эту процедуру. Кстати, об этом нет никаких доказательств, что антибактериальное эффективнее очищает кожу. Зато есть основания считать, что при частом использовании такого мыла бактерии могут вырабатывать устойчивость к его активному компоненту. По этой причине, например, в США запретили добавлять в мыло триклозан. К нему уже устойчивы многие штаммы болезнетворных микроорганизмов. Еще один факт. Большинство людей моют руки неправильно. Намыливать нужно обе стороны ладони, а также промежутки между пальцами и ногти. Поверьте, вы бы ужаснулись, будь у вас возможность увидеть все бактерии, которые скапливаются под ногтями. Длительность мытья рук от 30 до 45 секунд. На сайте ВОЗ даже размещен лайфхак. Руки надо мыть так долго, чтобы успеть 2 раза пропеть полностью знаменитую песенку «Happy Birthday». И не забывайте перед мытьем
мытьем рук снимать украшения и закатывать рукава. А еще, по подсчетам исследователей, мытье рук уже спасло больше жизней, чем антибиотики. И если бы абсолютно все жители Земли регулярно и правильно мыли руки, это сохраняло бы еще по миллиону жизней ежегодно. Через грязные руки передается множество опасных болезней, например, ОРВИ, грипп, дифтерия, конъюнктивит, различные грибковые заболевания. Многие из этих болезней опасны и продолжают уносить жизни десятков тысяч людей в развивающихся странах. Ну и напоследок, мытье рук делает людей счастливее. Исследования психологов, проведенные еще до пандемии коронавируса, показали, что люди чувствуют себя гораздо спокойнее, если знают, что окружающие тщательно моют руки. Настольные игры – отличный способ весело провести время, проверить гибкость своего ума, проявить интеллект. А знаете ли вы, как рождались настольные игры в древности? В какие настолки играли в Древнем Египте, Японии, в средневековой Европе и в нашей стране? И какой практический смысл они в себе несли? Северин Арпа пообщался с человеком, который воссоздает старинные игры и дает возможность ими насладиться. Николай, скажите, пожалуйста, что за игры здесь сегодня представлены? Здесь представлены игры разных времен, разных регионов, от Египта до 15-16 века, уже Европа. А как вы их восстанавливали? Откуда брали знания, как они играются, какие-то правила, где вы их все это находите? По разным мануалам, которые раньше в старину писали, как, допустим, Альфонс X, как его называли, мудрым. Либо археологические находки тоже проводятся, разные научные, как сказать, изыскания, которые тоже в ходе либо находятся по изобразительным источникам, разные правила игры, как, допустим, греческие игры, либо, допустим, по научным данным. То есть вы где-то копаетесь в исторических документах, да? Да. Все это, как сказать, вначале идет определенное время исследования, потом делаем само поле по, как сказать, по возможности по тем материалам, которые были в то время, либо по изобразительным источникам того времени делаем. Потом, как сказать, играем сначала внутри клуба и дальше отправляем уже в игротеки. Как вы увлеклись вот этими древними играми? Что вас зацепило? Какая-то, может быть, игра? В Костроме хотели сделать фестиваль и начали делать 3 игры для фестиваля. Это Манкала, Дальдоза и Тавлеи. Вот. И с тех пор уже у нас игр начисляется уже около 40 игр. Это прям вот игры со всего мира, получается, да? Со всего мира. И у нас в коллекции 40 настольных игр и еще 10 у нас подвижных игр есть. Есть какая-то общая схожесть вот у игр древнего? Схожесть больше классификации игр, как, например, шашечные, либо стратегические, как, допустим, шахматные версии игры. Боевые гонки, они схожи, как с нардами. Многие знают. Ходилки-бродилки, это, допустим, Мехин, Гусек, они тоже схожи, как с нашими играми, как по типу Монополии. Только есть, общие черты есть какие-то, да? Черты есть, они эволюции. Допустим, есть очень интересная схожесть, родство шашек и шахмат. Всего лишь, если добавить к шашкам одну какую-то статусную фигуру, да, то уже появляется уже игра, которая называется уже как шахматы. Какая игра вот дольше всего восстанавливалась? Помните, какая вот вызвала, так скажем, наибольшую заморочку при восстановлении? Это игра «Гусек». Что это за игра? Вот она игра. Это откуда? Игра 16 века, Англия, но она очень интересная, как сказать, ее развитие было именно популяция в 19 веке уже, как сказать, в Российской империи. Она как раз и в Питере ее, как сказать, играли, есть описание, конечно, не полное, а частично, но можно уже понять, что это игра «Гусек». Вот. Потом также долго мы искали материалы по поводу, как сказать, именно Тавлеев, который у нас, она именно славянские правила, но есть множество разновидностей хнефа-тафлов. Там мы их тоже еще до сих пор собираем, типа как морские тафлы и так далее. Из чего рождались игры? Из-за того, что нечего было делать? Или было наоборот, как раз какие-то были... Я бы сказал, как сказать, это мы сейчас воспринимаем игры как досуг. В то время игры, они несли очень большую, как сказать, информацию, испытывали человека, передавали культуру, давали знания, которые, как сказать, которые просто в учебниках или от человека можно не узнать. Допустим, были, как сказать, игры, как Алькерк, самые первые шашки арабские. Они символизируют сражения в узком пространстве, типа, допустим, башни, и встретились 2 одинаковые равносильные армии, которые пытаются друг друга себя подавить. Какие правила? Правила
довольно простые. Все фигуры съедают, перепрыгивая через одну. Если есть такая возможность, по желанию противника, можно съесть не только одну, но и остальные. Съедать здесь обязательно. Либо забирается фигура, не дается хода. Вот. Потом все фигуры ходят по линиям, по вертикали, горизонтали, диагонали, и можно ходить назад. Вот. Цель задачи срубить все фигуры противника, либо ее заблокировать. Что крайне сложно бывает, но бывает. Я обязан вас съедать. Так, попробуем вот таким образом. Можно. Я, пожалуй, сюда. А еще можно было и с той стороны? Ну, а что делать-то? Опять подарил фигуру? Да. Может быть, еще кто-то из наших подтянутся. Навряд ли, конечно, ладно. Вы поиграли сейчас только что в первые шашки в истории. Стольник с меня, короче. Ну, я желаю, что вы нашли и открыли для себя и для нас много интересных игр. Главное — не найти Джуманджи. Постараемся ее найти. Весь октябрь можно было наблюдать интереснейшее зрелище – временный переезд пернатых к местам южным. Огромные птичьи косяки радовали любопытных жителей республики. Один из таких отлетающих клиньев смогла снять сыктывкарка Александра Данилова. С 80-х годов прошлого столетия развивается новое научное направление – аромакология, то есть изучение того, как запахи влияют на физиологию и здоровье. В 2007 году ученые проанализировали все статьи, где публиковались данные о лечебных эффектах запахов. Только 18 из них были признаны доступными для научного анализа, да и то с определенными оговорками. В чем смысл ароматерапии и действительно ли она работает, выяснял Артемий Барсуков. Расскажите нам, что это такое за чудо баночки, скляночки и что такое ароматерапия? Ароматерапия – это очень древнее искусство врачевания, скажем так. Я еще пользовалась секретами ароматерапии Клеопатра знаменитая. Она использовала в рамках косметологии, скажем так, эфирные масла. Даже вот, чтобы соблазнить Юлия Цезаря, она там пропитывала ими эфирными маслами паруса, и издалека уже ее было, скажем, слышно, что она приближается, скажем так. Честно говоря, по мне, никогда не воспринимал запахи как нечто терапевтическое, как что-то лечебное. Насколько пользуется популярностью это направление? Ароматерапия – это ведь не только запахи. Это не просто приятные запахи, как духи, да? Ароматерапия – это лечение эфирными маслами. А что такое эфирные масла? Эфирное масло – это концентрат растения. Все мы с вами пользуемся растениями в лечебной цели, да? Когда у нас болит горлышко, мы берем малину, пьем чай с имбирем, да, чай с ромашкой. То есть эфирные масла – это, по сути, тоже растения, только они находятся в очень концентрированном виде, в виде эфирного масла. В данном случае у нас аромадиффузор включен, да, то есть буквально тут 3 капли, и они распыляют с водой воздух. Если мы будем наносить на кожу, мы будем разбавлять с базой. Если мы будем дышать, то это вот 1 капелька. Вот, например, могу на вас продемонстрировать, да, самый простой способ. 1 капельку мы в ладошках растираем, и главное не трогать глазки, но масочки, и просто подышать. Да, цитрус, лимон. Цитрусовые обладают противовирусным действием. Это очень в период эпидемии важно. Хотя это не самые сильные противовирусные. Это, в принципе, ингаляция. Да. Вот не над картошкой, как мы привыкли с вами, дорогие мои, а капнули себе капельку масла и дышим, да? А если нам конкретно надо, вот, допустим, противовирусный эффект, то есть сильные противовирусные эфирные масла, например, такие как мят. Давайте пройдем эксперимент, только не пугайтесь. Давайте. Сразу постараюсь не пугаться. С одной из самых сильных. Давайте а можно замешивать? Конечно, да? конечно. Все, они смешиваются. Только аккуратненько. Я люблю мяту. Я прям обожаю мяту. Сильно резко не вдыхайте. В концентрированном состоянии ни разу не резко не вдыхайте. О, я уже чувствую. То есть, если заложен нос, мята прочищает, пробивает нос до самого черепа. Сразу, да. И еще мята – великолепное обезболивающее средство. Вы знаете, что достаточно 1 капли мяты для того, чтобы прошла мигрень, головная боль. Сколько раз мы в клубе сталкивались, приходили к нам женщины, говорят, у меня болит голова. 1 капельку в чистом виде
височки вот так втираем, и головная боль проходит. То есть каждое масло, оно как маленький доктор. Вот, например, у меня аптечка всегда с собой, 9 масел, да, и каждое масло, оно от чего-то. Например, заболела голова, мятой помажешься, заболел живот, отравился, что-то съел не то. Есть специальное масло пищеварительное. Там всякие травы находятся, которые улучшают пищеварение и обладают детоксицирующим действием. Например, вы, наверное, знаете, фенхель, мята, эстрагон, имбирь. Вот эти все травки, мамочки, которые кормят грудью, знают, что от животика, когда у ребенка болит, они дают ему фенхель. Тут есть тоже фенхель. То есть достаточно одной капли или внутрь принять, или просто, если ребенок животик помазать. И сколько я на своих детях уже проверяла, да, в сложных ситуациях, это скорая помощь. То есть я считаю, у масел, возможно, это самое главное свойство все-таки. Здоровье. Здоровье, да, здоровье. Ну и сила, энергия, и красота. То есть масла не только врач, он еще и косметолог великолепный, и психолог. То есть все эфирные масла, они очень человека еще психологически очень выводят на такой гармоничный уровень. Спасибо, Екатерина, большое. Очень продуктивная беседа, очень приятные запахи. И я даже себе как-то начал иначе чувствовать. Как-то взбодрился. Во-первых, мне наконец-то разложило нос. Ну и вообще настроение стало отличным. Как будто бы погуляли по лесу. Да, с розами, лавандой. Да, вы и погуляли с приятными людьми. Спасибо. Спасибо вам. Пусть в вашей жизни будет больше светлого, красивого и настоящего. В эфире была программа «Студия 11». Увидимся в эфире. Пока, друзья.